Добрым прекрасным утром, дорогие телезрители! Вы смотрите главный канал Якутии, и мы начинаем новый день. Сегодня на календаре 24 августа, понедельник. Встаем, просыпаемся и давайте все улыбнемся сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха составила плюс 4,6 градусов. Днем потеплеет до 13 градусов тепла. В Заречье утром плюс 3, плюс 9, днем плюс 12, 14. В южных Улусах плюс 5, плюс 6 утром, днем до 18 градусов тепла. В Вилюйских Улусах в 6 часов утра плюс 4, 5, днем плюс 14, 17. В Нижнеленских Улусах плюс 4, плюс 7, днем до 13 градусов тепла. В западных Улусах утром плюс 4, плюс 7, днем до 18 градусов тепла. В Колымо-Андигирских Улусах утром плюс 4 градуса, днем плюс 3, плюс 8. В 6 часов утра плюс 1, плюс 5, днем до 10 градусов тепла. В северо-западных Улусах в 6 часов утра плюс 4, плюс 5, днем плюс 8, плюс 15. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 7 градусов тепла, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер северный 3,8 метров в секунду, днем ожидается плюс 15-17 градусов тепла. В прошлую субботу, то есть позавчера, в Смоленске состоялся чемпионат страны по бегу на 10 тысяч метров, где уроженка Сунтарского Улуса Наталья Леонтьева стала бронзовым призером. Об этом передает телеканал Якутия-24. Якутянка пробежала дистанцию в 10 тысяч метров за 33 минуты 22 секунды, уступив чемпионке примерно на 26 секунд. Наталья, спасибо вам за эту победу. Вся республика гордится вами. А мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Для вас работает наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Отправляйте свои приветы, поздравления, утренние пожелания и новости. И по традиции у нас день в истории. Чем же примечательна эта дата 24 августа прямо сейчас? 24 августа в 1758 году основан первый Московский медицинский институт, ныне знаменитая Сеченовка, старейший медицинский вуз России. В его состав входят клинический центр, 16 межклинических лечебно-диагностических служб, которые способны ежегодно обеспечить лечение 44 тысяч больных стационарно и свыше 280 тысяч амбулаторно. Поликлиника для студентов и сотрудников, Центральная научная медицинская библиотека, Музей истории и медицины. В университете Северо-Йорк впервые приготовил картофельные чипсы. Когда посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто, Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. К удивлению повара, Штерн, человек и пароход, организатор первой русской кругосветной экспедиции. Педагогов впервые оно пройдет в режиме онлайн. Что же ждет систему образования в этом году в новых условиях, нам расскажет министр образования и науки республики Михаил Петрович Сивцев. Доброе утро, Михаил Петрович. Доброе утро. Не за горами уже 1 сентября, и всех родителей, учеников, да и всех нас интересует, как же будем учиться и вообще, что ждет образование в наших новых реалиях. Ну, уважаемые телезрители, на самом деле мы образование должны смотреть как комплекс мероприятий, потому что всем известно, что от качества образования мы понимаем от того, какое образование получают наши дети. Они получают место работы, доход, ну и это становится фундаментом
создания семьи, создания общества и в целом развития региона, страны. Будущего всей страны. Сегодня мы, да, сегодня, конечно, мы понимаем, что у нас есть стратегические направления, определенные президентом Российской Федерации. Это прежде всего вхождение Российской Федерации в число ведущих стран мира по качеству образования. Такое же направление нам в 2018 году задано главой республики, вхождение в число 15 лучших субъектов страны Российской Федерации по качеству образования. Безусловно, это все связано с тем, что мы стремимся развивать наш регион и нашу страну. Здесь бесспорно, кто дает это качество? Это наши учителя. Ежегодно мы собираемся для того, чтобы сверить наши часы на августовском совещании. Это вот наши августовское совещание у нас обычно, как помнит вся республика, это целое событие, да? Это и конкурсы, это когда собираются все учителя республики. А как же в этом году будет происходить? В этом году будет проходить августовское совещание действительно в новых условиях, в условиях ограниченных возможностей. Мы в этом году соберемся в режиме онлайн, то есть с применением дистанционных технологий. Но по регистрации на наше мероприятие мы видим, что охват намного больше будет, чем в предыдущие годы. Конечно, вот эти технологии, они дают новые возможности. На нашем сайте любой желающий может зайти и зарегистрироваться на это мероприятие. Наша трансляция будет доступна всем, кто желает посмотреть наше мероприятие. А вот есть ли такие улусы, которые остались неохваченными? Вот, мы знаем, что в некоторых населенных пунктах, которые не являются районными центрами, интернет все-таки сейчас не очень хорошо работает. Есть такие населенные пункты, но вы прекрасно знаете, что у нас на территории Республики Саха-Якутия практически все населенные пункты охвачены сетью интернет. Да, где-то есть спутниковая связь, может быть и медленно работает, но тем не менее доступ к интернету имеется практически на всей территории Республики Саха-Якутия. Ну и, безусловно, мы готовим подключение и с районных центров, поэтому педагогическая общественность и наши работники системы образования могут подключиться и с администрацией районных центров. Мы еще знаем, что кроме собрания будет еще и родительское собрание, тоже в режиме онлайн. Да? О нем расскажите, пожалуйста. Открытое родительское собрание будет у нас затрагивать темы, как воспитывать в детях общероссийскую идентичность человека Российской Федерации. Почему мы эту тему поднимаем? Потому что все-таки воспитание – это главная составляющая. Не может быть образование, знание учебного предмета без воспитательной составляющей. Об этом еще давно говорил Лев Николаевич Толстой. В этом году мы будем уделять особое внимание воспитательному процессу. Прежде всего, в воспитательном процессе принимают участие родители от того, как происходит воспитательный процесс дома, какие традиции прививаются, какие умения. Это все, конечно, общее мероприятие наше. Поэтому мы родителей приглашаем и будем общаться. Ну и, безусловно, с первых дней работы я говорю о том, что наша работа будет тесно взаимосвязана то есть вопросами воспитания, и эту работу я планирую организовать во взаимодействии с родительскими комитетами и общественностью. Давайте подчеркнем то, что вот в этом родительском совещании может принять участие каждый, да, который может зарегистрироваться на сайте. Давайте подчеркнем это, как можно, куда нужно зайти, заявку подать. На все мероприятия вы можете зарегистрироваться через наш сайт, специальный раздел создан. Зайдете, и по каждому мероприятию имеются ссылки, и вы имеете возможность зарегистрироваться. Но у нас комплекс мероприятий, он достаточно большой. В течение дня будут на различных площадках проходить наши мероприятия. Но самое главное, это 4 наших основных блока. Первое – качество образования. Второе – внутри каждого блока запланированы мероприятия
точечно, ну, например, что такое, допустим, цифровой учебник, ну, вот, к примеру. Что такое цифровой учебник? Вот каким классам нужно адаптироваться под это? Вот? Неужели первоклашкам тоже придется вот начинать учебу, свои первые шаги с этого? Нет, конечно, физическое присутствие в образовательной организации больше знания. Но, конечно, условия немножко другие. Для того, чтобы говорить о дополнительных инструментах, мы вынуждены где-то использовать цифровые технологии для того, чтобы освоить основные учебные предметы, и которые мы раньше осваивали и в школе. Поэтому в этом году эта тема актуальна. По весне мы помним, и вот в начале учебного года в крупных населенных пунктах, где у нас зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, где сложная эпидемиологическая ситуация, мы вынуждены в том числе использовать цифровые технологии. Михаил Петрович, и напоследок ваши пожелания вашим коллегам, всем педагогам и обязательно родителям и школьникам. Ну, уважаемые телезрители, педагогическая общественность, не только учителя, воспитатели, наши учителя, преподаватели, мы приглашаем вас присоединиться к нашему мероприятию. Уважаемые родители, уважаемые обучающиеся, бабушки, наши дедушки. Ключевые слова в интересах наших детей. Спасибо большое, Михаил Петрович, за столь нужную информацию, столь ранним утром. Желаем вам успешной работы, и пусть наше собрание пройдет очень плодотворно. Начинается, напомним, завтра. 2 дня пройдет. Да, завтра в 11 начинается, и в течение дня будет проходить наше мероприятие. 26-го тоже продолжится. Всего вам доброго, спасибо большое, удачного дня. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. В эти дни вовсю идет набор в различные учебные заведения. Абитуриенты с родителями с волнением и особым трепетом ждут результатов. А кто еще не успел никуда подать свои документы, у вас все еще есть шанс. Об этом подробнее расскажет мой коллега Максим Гоголев. В связи с эпидемиологической ситуацией есть ряд изменений в сфере образования. Как же проходит набор студентов в Якутском колледже связи и энергетики? В Якутском колледже связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина до 25 августа продолжается прием документов на поступление по 6 специальностям в нашем колледже. Это на базе 9 и 11 классов. У нас прием документов идет очень интенсивно, на 250 бюджетных мест. Сейчас на данный момент поступило 3100 заявлений. Это больше, чем в прошлом году, 2 раза почти больше. И особенностью этого года является то, что прием документов производится только электронно. То есть через определенный портал или через электронную почту. Какие особенности ожидаются в этом учебном году? У нас в колледже мы постарались максимально близко приблизиться к тому процессу, который был до пандемии учебному. Но у нас сейчас выходят первые и выпускные курсы обязательно на очный формат. Но с соблюдением, конечно, всех норм, 7 новых сампинов, чтобы не было большого скопления людей. 15 человек в кабинетах будет обучаться. 2-й и 3-й курсы, не выпускные группы, будут сейчас пока обучаться онлайн с применением дистанционных технологий на нашем портале, через Zoom и различные другие платформы. Если цифровая среда будет, а она будет непосредственно, постоянно приходить все больше и больше в нашу жизнь, то онлайн-обучение все равно так и так останется в нашей жизни. Нужно просто подстраиваться. Какие профессии сейчас являются самыми популярными? И можно ли предварительно узнать рейтинг поступающих? Наиболее востребованными специальностями являются на базе 9 класса. Это информационные системы и программирование, это будущие программисты, веб-дизайнеры и информационная безопасность. Также у нас по некоторым специальностям есть коммерческий набор. Это на ИСИП 10 мест, на остальные специальности по 5 мест в группах. Предварительный рейтинг ребят, которые у нас поступают, вывешен на нашем сайте нашего колледжа. Там можно открыто посмотреть, на каком месте на данный момент находится ребенок. Безусловно, одним из основных направлений будущего является деятельность, связанная с информационными технологиями и программированием. Отбор действительно серьезный. Пожелаем всем выпускникам удачи.
А мы продолжаем наш эфир. Вы смотрите «Новый день». Сегодня 24 августа, понедельник. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Мы получаем ваши приветы и поздравления. Дорогой коллектив НВК «Саха», работники «Нового дня», всех поздравляю с наступившей рабочей неделей. Желаю вам всем крепкого здоровья, не болейте, всего хорошего. Желает нам наши телезрители. К сожалению, не подписался человек. Спасибо большое. Вы тоже, дорогие телезрители, можете отправлять свои приветы и поздравления. Напоминаю, наш номер 8 914 279 22 62. А раз мы сегодня заговорили об образовании, сегодня будем делать поделку из серии «А почему бы и да». Книжная закладка. Вообще, книжные закладки, они живут на страницах книг уже много лет и много могут рассказать нам о прошлом. Нам понадобится цветная бумага, клей-карандаш, ножницы. Берем основной цвет, он должен быть размером 16 на 16 и маленький квадрат размером 6 на 6. Также понадобится немножко белой бумаги. Будем делать книжные закладки монстрики. Так, загибаем на половинку. Так, загибаем. Вот так вот загибаем. Вообще, вы знаете, что книжные закладки, они, оказывается, появились еще в 13 веке. Тогда они делались из велюра, из кожи, а позже из ткани и плотной бумаги. У нас сегодня будет из плотной бумаги, то есть из цветной бумаги. Второй наш квадратик берем, рот нашего монстрика. Вот так вот. Угу. Так, потом еще раз загибаем. Вот так вот. И вторую сторону то же самое. Все делаем симметрично. Можете делать это со своими детьми, поделки, тем более скоро в школу потребуют. Если немножко рассказать об истории, то египетские писцы приклеивали на свитки кусочки папируса, а средневековые книжники отмечали фолианты или кружевным платочком. Вспомним даже Пушкина, вот цветок засохший, безуханный, забытый в книге «Вижу я». Так, а мы продолжаем. У нас получился вот такой вот квадрат, напоминаю. И вот сюда, вот в наш импровизированный кармашек, мы загибаем наши уголочки. Получилось вот так вот. Потом вырезаем зубки. Вы можете делать это треугольниками, квадратиками, дугами. То есть, как ваша фантазия вам. С внутренней стороны. Так, и тут же у нас получается из этой бумаги мы делаем глаз. У нас сегодня будет одноглазый. Вот я принесла вам примеры. Так, вообще, кроме того, что книжная закладка помогает найти нужную страницу, она еще и помогает. И вот такой вот веселая у нас книга сразу получается. Угу. Вот. Каждый год служба спасения нашей республики усиленно занимается поисками пропавших. Ведь, к примеру, так легко затеряться в лесу, войдя в азарт, увидев очередные шляпки грибов. Статистика у нас, конечно, сейчас стала бы за предыдущие те года стала лучше, как бы. Ну, конечно, есть люди, которые теряются. У нас в прошлом году потерялось 65 человек, допустим, да, из них мы, допустим, нашли человек 18, а из них было 20 летальными, 8 человек там. И без вести пропало около 40. По данный момент на сегодняшний день у нас потерялось 40 человек, из них 33 найдены.
2 с летальным исходом. Почему же пропадают люди и из-за чего это происходит? Что нужно знать перед тем, как собрался на природу? Чаще всего у нас пропадают как? Из-за того, что они уверены в знании своей местности, где они ходят. Больше пожилые люди, кому больше 70 лет, то, соответственно, и больные люди тоже так же теряются. Уходят в лес и все. И даже вот есть такие моменты, что даже когда уезжают куда-то, не предупреждают, в какую сторону. Обязательно предупреждать, куда вы идете, в какую местность, с кем, сколько вас. И, соответственно, одеваться в яркую одежду. Бывает такое, что поднимаем вертолет иногда. Вот с этим или беспилотников. Мы из-за такой лесной чащи не видим человека, потому что они в камуфляже, в черной какой-нибудь толстовке, синей, там не видно ваших. И, во-первых, если вы потерялись, не надо паниковать. Просто встать на место и прислушаться. Если есть связь, лучше стойте на месте. У нас обычно, когда звонят и начинают ходить, сами выходить, мы приходим на место, человека нет, он опять где-то там гуляет, пока связь не пропадет. Вот главное, если 3 момента, допустим. Связь, местность и, главное, спокойствие. Все равно придут за вами. Осеннее время – это время сбора даров нашей природы. Не стоит забывать, что сбор... Или шумкой совой, свисток, там, котелок с ложкой, там, пошуметь. И он уйдет, по идее, должен уйти. В таборе у вас есть табор, палаточный городок. Еду не надо оставлять на своем месте, допустим, на открытом месте. Остатки еды надо сжигать. Ни в коем случае как бы не закапывать или с собой выносить, потому что медведь на запах еды хорошо приходит, если он голодный. Избушку не надо закрывать, пусть открытая стоит, допустим. Вот когда ночевать, да, закрывайтесь, а когда уходите там, обычно приходишь, развороченная избушка такая получается. Медведь пошалил там, походил, там двери сломал, потом через окно вышел. Таких случаев очень много. Сезон сбора ягод и грибов, также охота и рыбалки – замечательное время запастись витаминами и запасами на зиму. Не забывайте о собственной безопасности. В случае чрезвычайного происшествия звоните оперативному дежурному службы спасения Якутии. Я желаю, чтобы никто не терялся в этой жизни. Сегодня у нас температура воздуха в городе Якутске составит плюс 15-17 градусов. Потихоньку холодает, так что, дорогие телезрители, обязательно захватите перед выходом на улицу теплые кофты. Погода уже обманчивая, и на этом наш эфир подходит к концу. Просыпайтесь каждое утро вместе с нами. Мы желаем вам хорошего дня. Эфир продолжат мои коллеги Карина Семенова и Борислав Степанов. Забудь скорее про печали, на хлопоты махни рукой. Смотри, проблем как не бывало. Пойдем со мной за мечтой. Счастливым быть не помешай.